Спасибо, уважаемый спикер, уважаемые коллеги. Как одному из авторов закона 2003 года о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики позвольте высказать несколько предложений и замечаний. Что касается бывших экс-премьеров и экс-спикеров, я немножко, наверное, погорячился. Законов об их статусе нет, поэтому, наверное, они имеют право и дальше заниматься политической деятельностью. Что касается экс-президентов, будущих в том числе, вот в Соединенных Штатах Америки на сегодня более 6-7 президентов живы-здоровы, но они следуют всем писанным и неписанным правилам. Один раз издают книгу, мемуары, потом читает лекции. Вот Ангела Меркель, она подняла Германию экономику, в 10-20 раз увеличила ВВП Германии, спасла Европу от краха, но недавно приняла решение и ушла от политической должности лидера партии и в 2020 году дальше не будет баллотироваться на пост канцлера. Но, к сожалению, если такие цивилизованные методы к нам не подходят, мы сегодня это видим, то предлагается. Я изучил и значительное число конституций других стран, где помимо обязанностей, связанных с исполнением полномочий главы государства, на президента также возлагается значительное число гражданских, моральных и политических обязанностей. Законы могут содержать также отдельные особые привилегии, специальные права как президента, так и экс-президентов. Учитывая историческое развитие института власти в целях укрепления в Кыргызской Республике политической системы, принципов преемственности власти и исключения влияния экс-президентов и их окружения на принятие государственных решений и стабильности антисов конституционного строя, считают целесообразным установить ограничения для экс-президентов. Какие эти ограничения? В случае следующие ограничения для экс-президентов: занимать политические и специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политических партий, либо иным образом участвовать в деятельности политических партий. В случае, если экс-президенты Кыргызстана решат не соблюдать такие ограничения, еще раз подчеркиваю, они сами решают этот вопрос, то предлагается отменить автоматическое предоставление всех гарантий материальных и иных благ, обеспечивающих за счет республиканского бюджета. Считаю, что экс-президенты, как лица, ранее занимавшие должности президента, которые пользуются также особыми привилегиями, правами, материальным обеспечением, помимо этих иммунитетов, должны также нести моральную ответственность за сохранение стабильности в стране и принять соответствующие ограничения. В письменном виде мы передали авторам закона наше предложение. Надеюсь, авторы это дело учтут. Спасибо. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, эсептеп палатасынын заключениясын көрдүк. Жок болсо таратып койсоңуздар азыр, кайра дагы бир жолу. Менин оюм боюнча ушул мыйзамдын негизинде биз өзүбүздүн регламентке дагы, эсептөө палатасына дагы ошо формасын бекитип берип койсок жакшы болот эле. Канчалык экономикалык жактан эффективдүү бул кредиттер, жарайбы, жарабайбы деген сунушту мындан ары такай приложениясы катары ар бир мыйзамга кабыл алып турсак болот эле. Бирок ошону менен бирге бизде финансылык макулдашууларда ратификация 160 күндөбү, же 110 күндө беле убакыт? 180. 180 күндүн ичинде календарны өтпөсө, анда бул проект уже жабылат да. Биз уже бүт комитеттерге жибердик, бүт фракциялардан өттүк. Бүгүн колубуздан келсе 3 окуудан кабыл алып берсек болот эле деп, бүт оппозиция фракцияларындагы чечимдерин кабыл алдык, урматтуу коллегалар. Бул принципиалдуу түрдө маселени Курманкул Токторович туура эле көтөрүп атат. Мындан кийинкилерине Кыргыз өкмөтү такай эсеп палатасынын заключениясын берсин. Бирок ушуну бүгүн бир сыйра карап, дагы мүчөлүктөр болсо оңдойлу, бирок колдоп берип койбосок, $50 миллион анда быйыл келбейт. Эмдиги жылы да келбейт. Жаңы переговорлорду башташыбыз керек. Жаныбызда Борбордук Азияда бүт мамлекеттер ушул боюнча акчаларын алып бүттү. Анда биздин мамлекетке кирбей, жанагы биздин цифровой пространствога биз азыр кошула албай калабыз да. Кийин уже кечигип калабыз. Анда дагы бир цикл переговорлор дагы 1 жыл, 2 жылга чоюлуп кетиши мүмкүн. Ошону айтып коеюн деп атам да.